Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в нашей стране. И сегодня в выпуске. Президент Абхазии Аслан Бжаня обсудил с активом Ткварчалского района итоги деятельности за 9 месяцев текущего года и ход реализации инвестпрограммы. В столице завершаются работы по ремонту 3 центральных улиц, где после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет уложен асфальт. Какая погода ожидает жителей Абхазии в ближайшее время и выпадет ли этой зимой снег? Президент Абхазии Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Ткварчалский район. Глава государства провел совещание с активом районной администрации, на котором обсуждался ход реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, состояние системы образования и сельского хозяйства. Представители местных органов управления представили отчеты о проделанной работе за 9 месяцев. Так, доходы местного бюджета выполнены на 114%. Перевыполнение плана составило 2 миллиона 173 тысячи рублей. Кроме того, Аслану Бжаня доложили об эпидситуации, криминогенной обстановке, уровне собираемости и задолженности по электроэнергии. Подводя итоги совещания, глава государства отметил, что все проблемы упираются в решение экономических вопросов в сельском хозяйстве, промышленности, транспортной и других отраслях, и поэтому экономическому развитию республики будет уделяться особое внимание. Что касается развития Ткварчала и района в целом, то, по мнению Аслана Бжаня, необходимо развивать туристическую отрасль, сельское хозяйство, а также точечно привлекать инвестиции. Президент также сообщил, что в инвестпрограмму на 2023-2025 годы будет включено еще большее количество проектов в Ткварчалском районе. Все наши вопросы упираются в то, что мы пока еще не наладили эффективную экономику и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в транспорте, и в других отраслях. Нам нужно научиться работать по-новому. Нам нужно научиться делать такой продукт, который будет востребован здесь, на территории Абхазии и на большом российском рынке. Как это можно было бы сделать? Это можно сделать благодаря усилиям и руководства Абхазии, благодаря усилиям нашего населения и, конечно же, благодаря усилиям Российской Федерации. Мы этими вопросами занимаемся. Я очень часто бываю в Российской Федерации. Мы будем уделять особое внимание экономическому развитию. Ряд крупных проектов сейчас в Абхазии реализуются, я уже так могу сказать. Первые шаги делаются. Они требуют очень много времени. Они требуют специальных знаний, которых у нас не было. Например, тот же аэропорт, строительство, функционирование и так далее. У нас мало таких специалистов. Вот о развитии города есть мнение главы, руководства Ткварчальского района. Это развитие и туристической отрасли, и сельского хозяйства. И точечное привлечение инвестиций в ту же угольную промышленность. У нас этот механизм работал, он перестал работать. Что-то случилось, что-то сорвалось. Надо будет это все восстанавливать. В инвестпрограмму 2023, 2024, 2025 года мы будем включать еще большее количество инфраструктурных проектов в Ткварчальском районе. Мы отремонтируем участок дороги до вот то, что идет к водопаду, с тем, чтобы туристический поток возрос. Вы, наверное, знаете, конечно же, знаете о том, что объекты строятся на берегу моря. В Восточной Абхазии будем строить еще, туристы будут приезжать сюда. Мы заложим на инвестпрограмму проект пока на проектирование, значит, деньги на строительство дороги, это уже чуть позже, к озеру. У вас здесь прекрасно, шикарное озеро. Это тоже даст серьезный импульс для развития района. Никто не должен думать о том, что мы забыли о Ткварчале. Нет, мы не забыли, но вы же видите, какая картина складывается, как это все непросто. Я хотел бы в присутствии всех ткварчальцев несколько цифр вам озвучить. Вот бюджет Ткварчальского района в этом году, в 2021 году, 218 миллионов рублей. Из них собственно доходная часть всего 21 миллион. Все остальное, почти 196 миллионов рублей, это деньги, которые приходят из государственного бюджета. Кстати, если говорить о бюджетообеспеченности на душу населения, у вас эта цифра выше, чем в ГАУ, она у вас выше, чем в Очимчире
и она у вас выше, чем в Сухумском районе. 13 тысяч рублей на одного жителя. Конечно, это мало, но это то, что государство выражает свою заботу. И дальше будет выражать свою заботу. Государство государством, мы будем помогать в инфраструктурных проектах. Я вам сказал по поводу дороги одной, по поводу дороги второй. Я вам сказал о том, что идут переговоры с инвестором. Если нам повезет, то это будет связано с восстановлением добычи угля. Эти проекты у нас на изучении находятся. Знаете о том, что у вас есть недостроенная гидростанция. Ее нужно будет достраивать. Значит, надо привлекать инвестиции. Ваш золотой запас – это ваши земельные ресурсы, которым никто не пользуется. Я об этом говорил. Это только мы можем себе позволить иметь такие земли, и чтобы они поросли бурьяном, чтобы они не проносили нам деньги, вам деньги, чтобы они не работали на повышение благосостояния населения. Это мы только можем себе позволить. Так не должно быть. Аус хаулароп, а это аус хаулароп. Адгилы хамо, пожалуйста, в аренду. Пожалуйста, приглашайте инвесторов из Российской Федерации, в партнеры берите. Давайте развивать экономику таким образом. Льготное кредитование, определенные объемы мы обеспечим. Ключевая проблема обеспечения энергоресурсами населения, не только от Парчала, но и всей Абхазии. Здесь тоже подходы, мы вам об этом говорили. Нам предстоит провести масштабную, ранее никем не реализованную реконструкцию всей энергосистемы. Мы сегодня дорабатываем то, что было сделано в Советском Союзе. После совещания президент посетил здание новой районной больницы. Глава государства сообщил, что выделит из президентского фонда средства на приобретение машины скорой помощи для Ткварчалской ЦРБ. Аслану Бжане показали хирургическое отделение, стоматологический кабинет, смотровую, кабинет УЗИ, биохимическую и клиническую лаборатории, палаты, санузлы, кардиологию, операционные залы и вспомогательный блок, где находятся прачечные и будет открыта столовая. Расширенный репортаж о рабочей поездки Аслана Бжане в Ткварчалский район смотрите в нашей программе 9 ноября. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями Ткварчалского государственного театра комедии имени Фераха Пачалия. Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждался вопрос о назначении нового руководителя коллектива. Во встрече принял участие министр культуры Гудиса Аграба. Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Ковы находится в Никарагуа, где приняла участие в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. В ходе визита состоялась рабочая встреча Даура Ковы с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Манкадой, сообщает пресс-служба МИД. В рамках встречи был подписан план мероприятий по взаимодействию между Республикой Абхазия и республиками Никарагуа на 2022-2025 год, а также соглашение об установлении побратимских отношений между городами Сухуми и Манагуа. На 89-м году ушел из жизни академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной академии наук, член Союза писателей СССР и России, Ассоциации писателей Абхазии, Союза журналистов Абхазии, лауреат государственных премий имени Гуля Идзария, заслуженный деятель науки и культуры Абхазии, кавалер ордена Ахцепша второй степени Шота Хичевич Салакая. Шота Салакая был выдающимся исследователем абхазской словесности, признанным авторитетом в современном нартоведении и кавказоведении. С 1959 года до конца жизни работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Дермитагулья. Параллельно работал в Абхазском государственном университете. Являясь профессором кафедры абхазской литературы, вел общие и специальные курсы по абхазскому фольклору и литературе народов Северного Кавказа. Шота Салакая внес неоценимый вклад в становление и развитие Академии наук Абхазии, в определении ее структуры, отделений, формирования аппарата президиума, в разработке первого устава Академии наук и ее основополагающих нормативно-правовых документов.
Исследовательский диапазон Шоты Салакая необычайно широк. В круг его научных интересов входили различные отрасли абхазоведения – фольклор, история литературы, литературная критика. В широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов. Фольклорные и этнографические записи ученого насчитывают около сотни единиц и относятся к самым достоверным материалам абхазского фольклора. Он автор более 200 научных работ. В связи с кончиной Салакая Шоты Хичевича распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана комиссия по организации похорон под председательством президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. Прощальная церемония состоится 9 ноября в Доме учителя в Сухуме. Начало траурного митинга в 13 часов. По случаю смерти Шоты Салакая соболезнования родным и близким выразил Президиум Академии наук Абхазии, ректорат Абхазского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенты. В администрации Сухума под председательством Беслана Эшба состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Главным на повестке дня был вопрос незаконного трехфазного подключения к электросетям. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Глава администрации Сухума Беслан Эшба интересовался у руководства СУЭС, каковы нагрузки на электросети, есть ли пиковые нагрузки, из-за которых происходит отключение электроэнергии в разных частях города. Каково состояние наших сетей на сегодняшний день, есть ли нагрузки? Люди озабочены энергообеспечением города, с перебоями с подачей электроэнергии и так далее. 6, 7, 8 часов вечера почему отключают электричество? Ведутся ремонтные работы на Сухум-1 и вопрос по Шишелете, там идут нагрузки и так далее. Помимо этого, хотел бы уточнить информацию, Тимур Иванович, есть ли у нас сегодня станции трансформаторные или другие подстанции, по которым идут нагрузки, по которым надо реагировать? Начальник СУЭС Тимур Джинжолия проинформировал, что сравнительный анализ двух предыдущих и этого года показал, что есть фидеры, на которых увеличились нагрузки по сравнению с 2019 и 2020 годами. Пиковой загруженности нет, но Тимур Джинжолия предполагает, что нагрузки связаны в том числе и с деятельностью майнеров. По его словам, оборудование по добыче криптовалюты в частных домах еще остается, а крупных ферм в городе нет. Беслан Эшба отметил, что если имеют место подобные факты, по ним надо работать. По большим предприятиям у нас отработано все. Более того, мы практически постоянно ездим, мы еще раз проверяем, еще раз обследуем, пока повтора подключения у нас по этой части нет. Но очень большое количество сегодня у населения этих майнеров, которые создают там определенные проблемы. Это предположение или подтвержденный факт? Если есть факты, давайте отработаем. Все здесь находятся. Энергонадзор, милиция, прокуратура, Черноморэнерго, домоуправы. Все инструменты у нас в руках. Давайте решать. Тимур Джинжоли также проинформировал, что СУЭС приступил к установке новых приборов учета. Только за выходные дни установлено порядка 120 приборов. Приборы учета, которые я вам ранее говорил, 1000 штук, на этой неделе мы приступаем к монтажу по частному сектору. Я думаю, где-то к четвергу мы уже сформируем бригады и начнем планомерно, поэтапно охватывать те районы, насколько хватит нам этих приборов учета. Мэр Сухума отметил, что в первую очередь надо обработать информацию по незаконным трехфазным подключениям. Энергосбыт информировали об этих подключениях почти год назад. Вот у нас есть подстанции, где идут нагрузки. У нас есть в этих районах адреса по трехфазникам, которые незаконно подключены. Вот эти адреса надо отработать в первую очередь. По словам инспектора энергосбыт Госстандарта Амбарцума Дадян, попадаются ситуации, где дома не существует, но по документам числится трехфазное подключение. С мнением инспектора энергосбыта не согласился начальник домоуправления номер 1 Зураб Кубахи. Есть ситуация, где однофазное подключение, есть ситуация, где нет устроения. Соловьева 1, переулок 6. Нет дома. Во-первых, я вам со всей ответственности могу сказать, у меня ребята, которые по факту, там, где дома нет, они информацию никогда не дадут. Чтобы вы это понимали. Давайте мы вместе съездим и проверим, если сомнения есть.
Амбарцум Дадян также отметил, что когда приходят по выявленным незаконным адресам трехфазного подключения, люди иногда не дают возможности их отключать. Для этого есть правоохранительные органы, которые будут решать по закону, отметил Беслан Ишба. При этом он добавил, что обычно люди сами входят в положение и отключают незаконные подключения. Когда будем сталкиваться с такой ситуацией, мы для себя будем принимать решение. Если не там на месте, тогда уже в других местах. Есть прокуратура, которая будет привлекать их к ответственности. Понятно? Если на месте кто-то что-то там не может решить. Хотя я, честно говоря, таких не помню. Люди, наоборот, отключают, говорят, мы исправим там, и так далее. Исполняющий обязанности начальника УВД Сухума Астамур Хагуш отметил, что при выявлении незаконных подключений будет выезжать группа и отключать. Каждый день мы не сможем ходить с проверяющими, отметил он. Выявили, вручили, поднялись, отключили. Все. Другой дороги нет. Каждый день сотрудники, это не то, что там сейчас, это просто мы не сможем сделать. Прокурор Сухума Алхас Агумава также отметил, что если меры предупредительного характера не возымеют действия, то есть законы, в рамках которых надо действовать. Когда есть определенные адреса, можно пройти сначала меры предупредительного характера изначально, а далее уже действовать в рамках закона. Беслан Ишбе еще раз призвал соответствующие структуры усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений. Все силы для этого есть, отметил мэр. Вы проверяете, идете, может, люди уже отключились, эта информация уже год будет скоро. Может, они свои документы привели в порядок. Вы идете по этим адресам, в первую очередь, под фидерами которых идет нагрузка. Надо усилить работу. Вот и все. Поэтому, как ее усилить? Вот сейчас мы здесь обсудили. Еще больше сужая, значит, возможности нелегального подключения. А те, кто подключены нелегально, тогда надо действовать. Все силы для этого у нас есть. Надо организовать работу. Все. Беслан Ишба потребовал предоставить к концу недели отчет о проделанной работе по домам, где есть трехфазные подключения. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. В столице завершаются работы по ремонту 3 улиц, где после замены водопровода, канализации и всех коммуникаций будет уложен асфальт. Уже заасфальтированные перекрестки улиц Джонова, Лакоба и Абазинская Лакоба. Какие именно ведутся работы и когда они будут завершены, узнавала Сария Кварацхелия. Долгожданная финальная часть ремонта. Укладка асфальта на 3 улицах столицы – Джонуа, Гулия и Абазинская. Для удобства автомобилистов в первую очередь асфальтировали 2 центральных перекрестка улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба. Здесь проезжая часть напоминала кинокартину «Плохие дороги». Жанр, увы, драма. Но уже сегодня ситуация здесь меняется. На 90% завершены работы по укладке ливневого коллектора. Значит, следом, естественно, необходимо уложить асфальт. Но учитывая, что у нас в ходе производства работ самые сложные перекрестки, это были Лакоба и Абазинская, Лакоба и Джоно. В результате производства работ были большие ямы. Мы неоднократно их засыпали, но это после кратковременных даже дождей этот грунт вымывался, и, соответственно, там было много пыли, много грязи. И, значит, учитывая, что следом уже идет асфальтирование, было принято решение, тем более заверено главой города на встрече с членами общественной палаты, что именно в первую очередь эти перекрестки будут заасфальтированы для того, чтобы максимально снизить неудобства. Подготовительные работы по укладке асфальта еще в пятницу начала подрядная организация «Абхазрегионстрой». В понедельник на перекрестках улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба уже уложен первый слой асфальта. Технология такая, то есть укладывается в 2 слоя. То есть первый выравнивающий, второй финишный. То есть сейчас, чтобы просто максимально дать людям возможность нормально проезжать, уложили первый слой, он и так уже замечательный и хороший. Но второй слой он уже будет доведен до идеала. Сначала будут произведены работы по укладке бордюров, которые уже начались на Абазинской улице, уже от моря пошли, они скоро дойдут до Лакоба. Я думаю, что завтра уже они выйдут на улицу Лакоба и пройдут дальше. Значит, буквально завтра становятся еще бригады, которые станут на улице Голия и на улице
Джонуа. По словам Руслана Авицба, на местах они сталкиваются с проблемами, а именно с подземными коммуникациями, которые не всегда отражены на картах. Мы пользуемся старыми картами 1978 года. Где-то совпадают коммуникации, где-то нет. В послевоенное время люди самостоятельно делали врезки в коммуникации, и нигде это, естественно, не отражалось. Это все было очень хаотично, и поэтому сейчас, вскрывая, скажем, там, производя земляные работы, натыкаемся на те коммуникации, которые мы даже не знаем, что они там где-то залегают. Ну, естественно, их обходим, где-то приходится переделывать, где-то приходится опускать, понижать. То есть такая ведется работа кропотливая. Ну, в принципе, осталось уже немного, скажем так, по улице Гули, это вот район рынка, это самый сложный участок, потому что там, сами понимаете, загруженность этих торговых точек и сколько от каждой точки выведено коммуникаций, которые действительно, они в таком в слепом хаотичном порядке уложены, и поэтому, то есть, вскрываем, смотрим по факту. А на улице Абазинская идет укладка бордюрных камней. Работы будут завершены через несколько дней. На протяжении всей улицы здесь также предусмотрено 4 парковочных места. Обустроить парковку на Абазинской было решено с учетом загруженности улицы. Все работы ведутся в рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Ранее в рамках программы были заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. Работы продолжаются. Их планируют завершить к концу года. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ноябрь – последний месяц осени. В этом году он выдался на редкость сухим и теплым. Однако уже через несколько дней синоптики обещают похолодание. Какая погода ожидает жителей Абхазии в ближайшее время и выпадет ли этой зимой снег? Узнавали наши корреспонденты. Репортажи из Мугуланзе. По календарю приближается зима, однако в Абхазии стоит теплая и сухая погода. На набережной Сухума многолюдно. Летние веранды кафе по-прежнему заполнены посетителями. Родители не упускают возможности выйти с детьми на прогулку, а кто-то предпочитает наслаждаться шумом волн в одиночестве. Осеннему бархату особенно рады туристы. Многие из них приехали в период локдауна, а потом решили продлить отдых. Вообще мы были здесь 5 лет назад, нам очень понравилось. Но мы были в Пицунде, до Сухума мы не доехали, было далековато. Да. И решили посетить все-таки Сухум, доехать до конца. Вот, и решили вот приехать осенью, потому что по работе. Очень приятно, потому что в Ростове более холоднее, и здесь мы просто вот в осенних таких легеньких обуви, одежде. Приятно очень, тепленько. У вас вообще здесь все зеленое, у нас уже листьев нет? Потрясающая осень в Абхазии, собственно, поэтому я здесь, потому что погода шикарная, можно тренироваться на открытом воздухе, кайфовать, наслаждаться природой. Так что мне все очень нравится. Мы идем, и воздух, и солнце, и погода, и люди, гостеприимство, еда. Ну просто у нас вот не было дня, чтобы мы не радовались. Мы восхищены и, говорю, это какая-то уникальная республика такая, да, вот немножко получилось, что она для кого-то, для мира затерянная, да, но это, наверное, только, как сказать, это начало, да, эпохи Абхазии. Я думаю, в будущем она будет развиваться. Мы прилетели на мой день рождения, вот отметить день рождения, вот искупаться в море все-таки. Да, хоть мы оно планируем, и хоть уже, да, сезон закрыт, но мы-то его только открыли для себя. Да. Будете купаться? Конечно. Обязательно. Жители и гости Абхазии надеются, что такая погода продлится как можно дольше. Однако, по словам метеорологов, бабье лето подходит к концу. Причем понижение температуры воздуха в субтропическом климате с высокой влажностью может стать довольно ощутимым. Когда осень теплая, примерно в 80% случаев зима холодная. Очень резкие перепады температур, они характерны. Вот буквально я скажу, что в ближайшую неделю, может 2 недели, очень резко понизится температура. Резко. Дай Бог, чтобы не было заморозков у нас. В горах Абхазии еще в сентябре выпал и уже растаял первый снег. По сравнению с прошлым годом это произошло гораздо раньше. По прогнозам, в этом году снег ожидается и в городах. Я по всем признакам считаю, что будет снег. И он будет лежать хотя бы неделю там. И будет снег. И будет чередоваться вот эти оттепели. Сильное повышение с резким понижением температуры и выпадением снега. Декабрь
он не будет очень холодным, он будет. Обычно декабрь является самым теплым месяцем зимы, календарной зимы. Он так и останется, но, возможно, вот изобилие осадков может быть в декабре. Теплая погода побалует нас еще пару дней, а значит, еще есть возможность насладиться солнцем. Какие бы сюрпризы ни устраивала погода, нужно обязательно бывать на свежем воздухе. Только не забывайте соблюдать социальную дистанцию и одеваться по погоде. Эсма Голандзе, Арина Агухава, Абхазское телевидение. 9 ноября в Гагре состоится матч 21-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Гагра и Ткварчалский Шахтер. Начало матча в 14 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в системе спорта и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 9 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Камчи-Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.